прямом эфире субботний выпуск новостей Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Готовы выбирать? Согласны ли вы введению самообложения в 2018 году? Как в Татарстане пройдет завтрашний референдум по самообложению? Лина Зинатуллина. Деловой подход к погребению. Это получается, эта страховка, она как-то вот до ума не доведенная. О том, как может развернуться погребальный налог и обязательное страхование смерти. О нововведениях узнавала Альбина Минибаева. Когда не стоит бросать вызов стихии. Такая сильная волна с легкостью может опрокинуть легкую лодку. А то, почему рыбалка в период ледостава может закончиться трагедией, узнал Сергей Хайдаров. Сельпо по-новому. В 53 населенных пунктах должны быть в этом году установлены эти блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения. Какие магазины появятся в самых отдаленных уголках Татарстана, узнал Рамиль Шайдуллин. 43 района и 852 сельских и городских поселений. Завтра в республике единый день голосования. Жители участвуют в референдуме по самообложению. Им предстоит решить, готовы ли они отдать свои собственные деньги на благоустройство родных сел. Ведь на каждый их рубль Татарстан добавит 4. Участки готовы, бюллетени распечатаны. В этом убедилась Лина Зинатуллина. Согласны ли вы введению самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей? Бюллетени, урны и ширмы для голосования. Условия, как на президентских выборах. Вопрос почти как в ЗАГСе. Согласны ли вы? В клетке «да» или «нет» нужно поставить любой знак, не выходя из поля. Кстати, сумму и назначение средств, которые изложены в бланке, каждое село определило для себя заранее. Система уже отработанная. В прошлом году было принято решение, что будут собирать деньги на освещение. Освещение уже все сделали. В этом году также будет собираться деньги на благоустройство. Благоустройство территорий, ремонт дорог, кладбищ или родников. В каждом поселении свои нужды. За 4 года работы программы самообложения вложили уже почти 3 миллиарда рублей. И жители чувствуют важность своего голоса. Для сельского поселения ведь решается вопрос, поэтому для ремонта дорог, для освещения надо идти решать этот вопрос. Я здесь в Пестрецах во всяком случае вижу, что, например, улицы хорошо освещены стали. Дороги делаются. Надеемся на что-то лучшее. Избирательные участки будут работать завтра с 7 утра до 8 вечера. Чтобы проголосовать, нужно прийти сюда с паспортом. Референдум сочтут состоявшимся, если явка превысит 50% хотя бы на одного человека. Того же количества проголосовавших «за» хватит для введения самообложения. С 2013 года программа самообложения реализуется при поддержке президента Татарстана и прошла большой путь. Поначалу местные референдумы в разные дни, теперь это единый день голосования по всей республике. Опыт Татарстана в организации самообложения не так давно признал передовым и показательным для других регионов Владимир Путин. Я бы обратил внимание на предложение Татарстана. Мне Миниханов говорил об этом неоднократно. И меня очень порадовало, что жители республики так активно откликаются на то, что предлагается руководством республики. Я уже Владимиру Владимировичу говорил, он говорит, вот как это? Я говорю, воспринимают эти люди. Воспринимают, даже говорят, что здесь мои деньги. 100 рублей, 200 рублей, как решить сход, как потом на референдуме это дело будет. На каждый рубль, собранный из жителей, республика добавляет еще 4. И тогда в дело идут солидные суммы. Осваивать их начнут с января, активное благоустройство придется на лето. Лина Зинатуллина, Рамзиль Гарипов, Марат Саидгараев, ТНВ, Пестречинский район. А уже через 3 месяца в стране главные выборы президента. На политической арене уже есть прогнозы и предположения. На этой неделе Владимир Жириновский высказался за обязательный второй тур голосования и предложил это закрепить в законе как норму. Напомним, избирательная кампания стартует в декабре. Нижнекамск и Кукмар будут сотрудничать с провинциями Китая, а на базе КФУ может открыться академия компании Huawei. Это главные итоги рабочего визита Рустама Минниханова в Поднебесную. Сегодня президент провел встречи сразу с несколькими главами провинций Китая, посетил город еды и выставку высоких технологий. Первая тема – это строительство так называемого Казанского финансового района в Новотатарской Слободе. В поездке приняли участие и главы Кукмара и Нижнекамска. Они подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая.
Для Казани же сегодня был представлен пример успешного проведения выставки технологий в преддверии чемпионата мира WorldSkills. Знаменательным для КФУ стал прием Рустама Минниханова в компании Huawei и в Пекинском политехническом институте. Стороны договорились рассмотреть возможность тесного взаимодействия между компанией и университетами. Завершилась поездка президента подписанием соглашения о сотрудничестве между Китайским индустриальным технопарком и Казанским IT-парком. Ремонт школ, детских лагерей и подростковых клубов республики завершен. Об этом доложили сегодня на еженедельном совещании в Кабмине. Его провел премьер-министр Алексей Песошин. Уже к концу подходят работы в учреждениях культуры, овощехранилищах и коровниках. Программа по капремонту многоквартирных домов пока продолжается. По ее итогам жилищные условия улучшат 200 тысяч татарстанцев. Им бы не улучшить, а хотя бы привести в соответствие с нормой. В селе Шугурово Лениногорского района вот уже 10-ю зиму подряд замерзает в собственных квартирах 20 семей. Котельная обветшала и батареи не назвать даже теплыми. Станут ли грядущие морозы для жителей Шугурова очередным испытанием, разбирался Сергей Хайдаров. Чуть-чуть теплый. Несмотря на только два котла работает. Потому что они конченые котлы уже. Амир Тухватуллин живет в доме на Павленко уже 15 лет. Говорит, что каждую зиму в квартире страшный холод. Причем за такой сомнительный комфорт жильцам приходится еще и платить. За 2 месяца в прошлом году 1381. А в этом году 2300. Получают некоторые у нас 8 тысяч, 5 тысяч пенсии. Как они на что кушать? Сейчас этот дом обогревает мини-котельная, которую построили еще 17 лет назад. Она обветшала и мощности явно не хватает. Пережить зимние морозы жителям этого дома может помочь двухконтурный газовый котел. Собрали все необходимые документы на его установку еще в 2008-м. Но возникла новая проблема. Такая десятилетняя проблема у жителей 25-квартирного дома из села Шугурово возникла всего из-за 5 подвальных квартир. Они находятся на цокольном этаже и по техническим условиям. Там просто не могут провести газификацию. Решить свою проблему жители злополучного дома пытались и в администрации района. Администрация сказала: эти квартиры, которые живут в подвале, забери к себе, пусть живут у тебя. Вот на последнем собрании Шулай забирай к себе, говорит, и куда, говорит, я их дену, какое отопление я им могу предоставить. Сегодня к жильцам приехал глава поселения, но не обнадежил. В этом году ничего предпринять нельзя. Сами понимаете, отопительный сезон начался. Будем мини-котельные также отапливать дом. Пригласим мы еще представителей ЛТС, Лениногорских тепловых сетей, для более детального осмотра котельной, чтобы, если какие-то неисправности, в общем, людей без тепла не оставим. Как будет зимовать Шугурово и повысится ли градус в батареях или в отношениях? К этой теме мы еще вернемся. Сергей Хайдаров, Фуат Гасин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорский район. Красиво, антуражно и с гарантией. В законе о похоронном деле грядут перемены. И от некоторых предложений откровенно бросает в дрожь. Общественность активно обсуждает возможность введения обязательного страхования смерти. Для одних это звучит кощунственно, а для ритуальных компаний современно и, главное, прибыльно. Альбина Минибаева о том, как предлагается при жизни подготовиться в последний путь. В сакральном деле о погребении грядут громкие перемены. Среди депутатов и общественности обсуждается нововведение в действующее законодательство. И главное из них – новый налог, чтобы человек заранее побеспокоился об антураже своих похорон. Необходимость реформирования отрасли назрела, регулируемость требуется сегодня, потому что слишком много серых криминальных денег в этой сфере крутится, много вопросов не регулированы, решается неофициально, нелегально, и государство от этого теряет. Человек всю жизнь работал, всю свою жизнь здоровье отдал, да, ему платят пенсию. И как-то, мне кажется, государство все равно должно позаботиться об этом, чтобы человек не умирал просто на асфальте. И такая забота об умерших продиктована действующим федеральным законом о погребении. В Татарстане за счет государства могут проводить в последний путь за 5277 рублей. Скромно, но с гарантией. Это услуга по погребению, перевозка тела умершего, предоставление гроба, мусульманских принадлежностей. Но рынок ритуальных услуг куда богаче. Одни гробы могут стоить под 100 тысяч рублей. Общественники не исключают, в нововведениях могут быть заинтересованы ритуальные компании. Возможно, создают для себя рынок на будущее, то есть гарантированная прибыль, которая останется у них. И это меня настораживает, потому что все-таки в этом деле
основное не прибыль. Основное – это качество и уважение к человеку. Помимо похоронного налога обсуждается и обязательное страхование смерти. К этой части у экспертов еще больше вопросов, ведь не исключено, что таким образом могил станет гораздо больше. У тебя есть в чае много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии, числятся живыми? Ну, есть. А что? Переведи их на меня. Если страхование смерти одобрят, то снова могут возродиться Чичиковы. Желающих заработать на страховых выплатах найдется не один десяток. И, по мнению общественников, в первую очередь в опасности пожилые в домах престарелых. Не дадим ли мы, опять-таки, вот как страховые мошенники по автомобилям, по этим вот домам, поджогам, не дадим ли мы вот этих вот стариков быстрее там, процесс погребения, не ускорим ли мы им? У страховых компаний услуга уже продается, и такой завещательный пакет популярен у людей старше 40 лет. Сейчас о своем красивом погребении можно позаботиться в добровольном порядке, а к обязательному придется привыкнуть. Это как пенсия, да, то есть у людей там будет гарантия того, что их захоронят. Вот. Минусы, опять-таки, ограничения свободы выбора. То же самое, что с пенсией, опять-таки. Куда-нибудь что-нибудь обязательно перевернут, пока ты соберешься помирать. В общем, нет уж. Все нововведения должна оформить до 1 декабря. Доживет ли до этого идея страхования смерти и введения налога на погребение? Покажут первые парламентские обсуждения. Альбина Минибаева, Андерс Энтальцев, Ринат Сафин, Марат Саидгараев. ТНВ, Казань. 200 погибших, сотни пострадавших, и это только в этом году. Завтра день памяти жертв ДТП. Во всем мире ежегодно погибают более 1 миллиона людей. Последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных конфликтов. И, похоже, пока глобально об этой проблеме думают только автоинспекторы. Они презентуют студентам краш-тесты, сдают кровь для пострадавших и учат безопасности малышей. То, что правила дорожного движения написаны кровью, еще раз убедилась Елена Веселова. Заинск – 14 жизней, Мариэл – 15 погибших. И это только 2 случая в Поволжье за последнее время. Он прекрасно знал, как переходить дорогу. История, навсегда изменившая жизнь Германа Казанцева, произошла 6 лет назад. Тогда 10-летнего мальчика сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе. Долгое время Герман был на грани жизни и смерти. Но, вопреки всем прогнозам, он жив. Автомобиль пронесся как ракета, сшибая ребенка, и тормозный путь там довольно-таки длинный был. Завтра день памяти жертв ДТП. Только в этом году на татарстанских дорогах погибли почти 200 человек. Причины – несоблюдение правил дорожного движения, превышение скорости, обгон на запрещенном участке, пьяные за рулем. Кто-то мог бы остаться жив, если, например, был бы пристегнут. Или более внимателен на дороге. Или водители уважали пешеходов. Я тогда училась в 8 классе. Мы должны были с одноклассниками идти в пожарную часть. Переходили дорогу на зеленый свет. Нас довел автобус. Ничего не чувствовала, даже не помнила, когда в больницу привезли. Встреча со студентами, беседы даже в детских садах. Ведь безопасность начинается с малого. К малышам, кстати, у инспекторов особый подход. Конечно, пытаемся как-то в игровой форме, потому что на самом деле в таком возрасте очень тяжело это все понимать. Но не только предотвратить трагедию, но и помочь пострадавшим. У инспектора ДПС Эльдара Ахмедзянова редкая 4-я группа крови. Сегодня он поделился ей с теми, кому она нужна. Ведь часто жизнь пострадавших напрямую зависит от доноров. На станцию переливания в Нижнекамске пришли 30 сотрудников ГИБДД. Всем нуждающим сдаем кровь. И полезно еще гемоглобин. А позже к акции присоединились самые маленькие участники дорожного движения. Они зажгли свечи и запустили в небо белые шары, как символ памяти и предупреждения. Дорога не терпит шалости и наказывает без жалости. Елена Веселова, Сергей Хайдаров, Анастасия Попова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Чтобы рыбаки не стали жертвой непогоды и первых зимних морозов, спасатели МЧС отправились в рейд. Сегодня они проверяют акваторию Волги. Только в прошлом году за октябрь-ноябрь в воде погибли 12 человек. Почему сейчас опаснее, чем весной, расскажут наши корреспонденты.
Такая сильная волна с легкостью может опрокинуть легкую лодку. На Волге сегодня неспокойно. Осенью, говорят спасатели, вода вообще непредсказуема. Находиться на воде сейчас действительно по-настоящему холодно. Мне даже пришлось вот так вот утепляться, а учитывая, что ветер прямо сейчас достигает 5-6 метров в секунду, волна поднимается такая, что рыбачить на маленьком судне становится просто опасно. В зоне риска рыбаки на маленьких лодках. Таких здесь немало. Есть рыболовы на мини-катерах и даже резиновых суднах. Евгений Данилов – любитель с 52-летним стажем. Говорит, что без спасательного жилета в лодку не садится. Это для него золотое правило. Потому что приучен с детства уже. Поэтому в жилете. Для рыбака, оказавшегося в воде, жилет – надежда на жизнь. Во-первых, он не даст утонуть, а во-вторых, его хорошо видно даже издалека. Но лучше до этого дела не доводить. Человек, попавший в воду, моментально получает переохлаждение. Может свести судорогой и утонуть. Только в прошлом году в этот период погибли 12 татарстанцев. До сих пор ведутся поиски тел рыболовов, пропавших без вести на реках Иш в Агрызском районе и Ташаевка в Верхнеуслонском. Чтобы предотвратить подобные трагедии, сотрудники МЧС стали выезжать на такие рейды в 2 раза чаще. Не та обстановка до реки Вятки. Это касается Нижекамского водохранилища и ниже. И примерно ориентировочно 20-24 ноября этого года уже будет сниматься судовая обстановка на реке Волга. Соответственно, плавание будет запрещено. За нарушение режима для рыболовов предусмотрен денежный штраф до 1000 рублей. Также сотрудники МЧС предупреждают рыболовов, что не стоит раньше времени выходить на лед. Толщина его для безопасной ловли должна быть не меньше 7 сантиметров. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В магазин со своим. Не только покупать продукты, а и продавать в них свое селяне могут начать уже в этом году. По программе, известной как «Сельские магазины». Проект появился в этом году и предлагалось, что создать сеть небольших магазинчиков даже в самых отдаленных селах республики. Но вместо них начали строиться пункты комплексного обслуживания. Почему сменилась концепция, узнал Рамиль Шайдуллин. Селяне из Лаишевского района многие годы живут без магазина. Старый закрылся, но строить новый так никто и не взялся. За молоком и хлебом карадулинцы ходят до соседнего села. Здесь пенсионеры живут, хлеб нужен, продукты. Приходится иногда на Анку бегать пенсионерам. Минут, наверное, 40 идем. Сельмагов нет в сотнях деревень и сел республики. Об этом говорили еще год назад, и тогда Рустам Миниханов потребовал не допустить дефицита товаров. 780 населенных пунктов – это большое количество. Если нет там стационарной торговой сети, только выездная торговля. Этот наш проект, он оказался победителем. А вот так селянам хотят помочь сегодня. Почти в каждом отдаленном населенном пункте, построив по торговому МФЦ. Изначально программа была принята как сельский магазин. Должны были быть построены торговые точки населенных пунктов, где менее 100 дворов. Но в дальнейшем мы эту программу немножко расширили. Почему? Потому что если было бы выгодно, индивидуальное предприниматель давно его поставили. Теперь здесь будет можно не только купить, но и получить услуги. Даже продать что-то из своего. Часть пункта займет заготконтора. Вот так стройка выглядит на начальном этапе. Под магазин даже не вырывается фундамент, то будет ставиться прямо на сваи. Модульная конструкция позволяет строить быстро. В Карадулях магазин собирается открыть уже до конца года. Крайний срок 25 декабря. Тогда по республике должны заработать 53 таких пункта. Пока открыто только 3. Но заказчики надеются на профессионализм строителей. Рамиль Шайдуллин, Амирзаль Шав, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Сильны не только в работе, но и в творчестве. Сегодня гала-концертом завершился 5-й ежегодный открытый республиканский фестиваль работающей молодежи «Наше время Безнең Заман». На сцене творческие номера от победителей зональных туров. На протяжении 2 месяцев в отборочном этапе участвовали молодые специалисты крупнейших предприятий республики. Всего на творческий кастинг заявилось более 1000 талантливых молодых специалистов. Для них специально организовали мастер-классы по пластике, сценической речи, режиссеры от ведущих деятелей культуры и искусства Татарстана. Волнение оно есть, потому что другие организации тоже очень сильные. Это чувствуется с каждым годом. Они все сильнее и сильнее. Мы уже 3-й год выступаем. С каждым разом конкуренция усиливается. И в этом вся прелесть. За фестивалем будущее. Английский опыт при изучении татарского. Новые методики преподавания татарского языка сегодня обсудили на школе Окл Фабрикса.
Спикерами стали национальные методисты и гость из Великобритании Мэтью Эштон. Он предложил взять за пример английские учебники для российских учеников. Участникам школы предложили больше использовать в учебном процессе социальные сети, а для интеграции языка разрабатывать программы для перевода компьютерных игр на татарский. Это в основном для преподавателей татарского языка, для тех, кто собирается стать преподавателем, и для молодых ученых. То есть первый блок посвящен у нас татарскому языку, потом у нас аудитория расходится, и мы вместе с людьми, которые интересуются, концепцию писали по Татарскому университету, соберемся отдельно. Просторы родного края. Под таким пасторальным названием в галерее Хазине идет выставка картин Александра Иншакова. Она приурочена к 70-летнему юбилею художника. Его работы востребованы как в России, так и за рубежом. Они есть и в частных коллекциях, и часто выставляются на выставках. Пейзажи из глубинки оценила и Диляра Низамова. Танечка Голубцова мне говорила: Александр Федорович, вам нельзя бегать по лестнице, вы же директор музея. Он был директором музея, художественной школы, художественного училища. Но ни руководящие посты, ни профессиональный авторитет, ни даже прожитые годы не искоренили мальчишеский азарт и оптимизм. Они и на картинах, добрых и светлых, как будто иллюстрации к хорошим детским книжкам. Мне хотел светлое ощущение создать у зрителя, что мир теплый, несмотря на нашу пасмурную погоду за окном. Если зрители это почувствуют, мою картинку, это было бы здорово. Вот с этой единственной целью я и собирал эти работы. Особое настроение работ автора отмечают и его коллеги по цеху. Все то, что мы видим обыкновенно, он видит необыкновенно. Это по работам видно ведь, да? Кажется, простое дерево, кажется, простой домик. А нет, он его обыгрывает очень лирично, цветно, красиво. Его выставки проходили во многих странах. Картины представлены в частных коллекциях по всему миру. Но больше всего работ в Казанском музее изобразительных искусств. Здесь он работал директором. Но административная работа плохо сочетается с творчеством. Поэтому сейчас Александр Иншаков наслаждается возможностью писать свои картины, которые в любую погоду дарят зрителям тепло и хорошее настроение. Диляра Низамова, Ренат Сафин, ТНВ «Казань». Провинция богата на мастеров. В Елабужском районе живут потомственные ремесленники. Делают конную амуницию и хранят секреты резьбы по дереву. В Елабуге открылся новый проект «Этнокультурная тропа». Жители знакомятся с обычаями народов. Это для страховки. Загребаю тихонько. Вот начинаю поворачивать. Этим ремеслом в Татарстане, да и по всей стране занимаются не больше 10 человек. Владимир Кузнецов делает конную амуницию. Работа ручная, от ее качества зависит безопасность всего экипажа. Технику изготовления перенял от отца. Вот сначала начали тихонько, получилось, и все, пошло специально, выбираем дерево, специально год его держим, сушим, заготовкой и тихонько делаем. Заказы есть, берут охотно. Прибыльным дело стало и для плотника Александра Чайникова. Окна и двери его дома украшают наличники, сделанные собственными руками. Заказы поступают из соседних городов. Этим делом я занимаюсь более 10 лет. Колхоз распался, надо было жить на что-то. А резьбе по дереву меня научил мой отец. Мои братья знали это ремесло. Заказы есть. Вот буквально на той неделе из соседней деревни заказали 7 наличников для окон. Гостей в селе Большой Шурняк еще с древности встречали с песнями и национальным блюдом – карашин-быккане. Раньше его готовили только на свадьбу. Для делегации провели мастер-класс по лепке пельменей. Берется начинка, прижимается, и вот делается вот так. Раз с левой, с правой, с левой, с правой, с левой, с правой, с левой, с правой, с левой, и все. Вот такая косичка красивая. Ансамбль «Сурека» – творческий долгожитель. Основали его эти бабушки, которым сейчас за 80 лет. А вот национальным костюмам больше 100. Достались бабушкам от их бабушек. Следующий маршрут этнокультурной тропы пройдет через татарские села. Анна Городнова, Альфина Хузина, Максим Филатов, ТНВ, Елабужский район.
На этот раз все пошло по плану. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова организовала фан-встречу для юного блогера из Нижнекамска. Спортсменка провела для Алины Шаеховой экскурсию по центру волейбола, музею и пообщалась в фан-зоне. Напомним, ранее девочка пыталась сама устроить встречу своих подписчиков, но на нее никто не пришел. Ее поддержали многие известные блогеры, а Екатерина Гамова сообщила о проведении среди подписчиков конкурс волейбольных рисунков. Участникам раздали сладости и призы. Впереди прогноз погоды, а я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Хороших выходных! Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер» быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер» настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается облачная погода, пройдет снег, температура воздуха составит до 1 градуса мороза. На северо-востоке Татарстана пасмурно со снегом и тоже до 1 градуса ниже 0. На севере Татарстана тоже не обойдется без осадков. Там пройдет снег, температура воздуха составит около 0 градусов. На северо-западе республики пасмурно, местами снег и -1 градус. На юго-западе республики тоже будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Температура воздуха там составит около 0 градусов. В центральном районе Татарстана ожидается пасмурная погода. Пройдет снег, температура воздуха составит -1 градус. Спонсор выпуска ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. В Казани в предстоящие сутки ожидается снег и около 0 градусов. Ветер южный слабый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.